Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Беларуси. Туркменистан ведет переговоры по открытию торговых домов в Таджикистане и Японии. Туркменские самбисты завоевали 21 медаль на чемпионате Азии и Океании и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравления президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко в честь Дня независимости. От имени народа и правительства, а также от себя лично, глава Туркменистана выразил наилучшие пожелания всему народу Беларуси. Герой Туркменистана и России, космонавт-испытатель Олег Кононенко, выразил искреннюю благодарность президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и председателю Халк Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедову за поздравления с 60-летием. Кононенко, отметивший юбилей 21 июня, на борту МКС поблагодарил за внимание и теплые пожелания. 5 июня Кононенко стал первым человеком, преодолевшим рубеж в 1000 суток в космосе. Туркменистан ведет переговоры об открытии торговых домов в Таджикистане, Японии и других странах. Торгово-экономические отношения между Туркменистаном и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Европы и Латинской Америки активно развиваются на двусторонней и многосторонней основе. Совместные проекты успешно реализуются в таких важных сферах, как цифровая экономика и ее развитие через диверсификацию, поддержка частного сектора, транзитные коридоры. Агентство Туркмен-Аргатнашик запускает конкурс инновационных проектов «Цифровые решения-2024», направленный на развитие цифровых технологий в Туркменистане. Конкурс проводится по 7 направлениям: искусственный интеллект, робототехника и автоматизация, умные сельскохозяйственные технологии, умный город, образование и электронное обучение, цифровая медицина и система услуг. Регистрация и прием заявок осуществляется в электронном виде на сайте telecom.tm. Ученик специализированной музыкальной школы-интерната при Туркменской национальной консерватории имени Майкулиевой Илхам Размамедов стал победителем престижного международного онлайн-конкурса. Он был удостоен звания лауреата первой степени в секции фортепиано на 15-м Всемирном открытом музыкальном конкурсе, организованном Европейской ассоциацией педагогов и исполнителей музыки. Юный пианист продемонстрировал исключительное мастерство, набрав 97,73 балла из 100 возможных. В Государственном медицинском университете Туркменистана имени Мурата Гарыева состоялась торжественная церемония чествования выпускников. В этом году ими стали около 600 молодых специалистов, в том числе которых большая группа обладателей дипломов с отличием. Группа исследователей из Лозаннского университета в Швейцарии сделала открытие о том, что муравьи, как и люди, способны проводить медицинские процедуры для спасения своих собратьев. Наблюдения показали, что насекомые умеют распознавать повреждения на конечностях сородичей и лечить их путем очистки или даже ампутации. Ученые отмечают, что это первый известный пример систематических ампутаций среди насекомых. В китайской провинции Хубэй 90-летняя женщина по фамилии Цинь на протяжении 20 лет использовала ручную гранату в качестве бытового инструмента, не подозревая о ее истинном назначении. Цинь обнаружила странный металлический предмет с деревянной ручкой на своем поле около 2 десятилетий назад. Приняв его за самодельный молоток, она начала применять находку для различных домашних нужд: колки орехов, измельчения перца и забивания гвоздей. Истинная природа предмета раскрылась лишь недавно, когда рабочие, занимавшиеся сносом старого дома, опознали в нем ручную гранату. Выяснилось, что все это время пенсионерка использовала боевой снаряд, рискуя жизнью при каждом его использовании. Спортсмены Туркменистана завоевали 21 медаль на чемпионате Азии и Океании по самбо в Макао. В соревнованиях участвовали спортсмены из 20 стран. В медальном зачете сборная Туркменистана заняла 3-е место, в ее копилке 2 золотые, 6 серебряных и 13 бронзовых наград. Глава Союза самбо Азии и Океании Аламжон Мулаев отметил высокий уровень организации турнира и расширение географии медалистов. Во вторник определились последние участники четвертьфинала чемпионата Европы по футболу в Германии. Турция со счетом 2-1 одержала победу над командой Австрии, сборная Нидерландов со счетом 3-0 победила
команду Румынии. В четвертьфинале, который состоится 6 июля в Берлине, сборная Турции встретится с командой Нидерландов. Сборная Туркменистана по плаванию проводит учебно-тренировочный сбор на спортивной базе в Батуми, курортном городе на Черноморском побережье Грузии. 12 спортсменов под руководством старшего тренера национальной сборной Дмитрия Новикова и тренера спортивной школы зимних и водных видов спорта Марка Пилюгина готовятся к международным соревнованиям. Сбор продлится до 10 июля. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.